Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Ирина Геннадьевна Баранилова. Я кандидат педагогических наук, доцент, директор Института педагогики и руководитель программы «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании». Сегодня мы с вами поговорим о вступительных испытаниях. Я проведу для вас консультацию. Вступительное испытание на программу магистратуры «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании» проводится дистанционно, то есть приезжать на экзамен не нужно. Вы сдаете вступительный экзамен дистанционно. Экзамен включает в себя две части. Это тестирование и реферат. Посмотрите, в один и тот же день вы проходите тестирование и прикрепляете реферат. Реферат во время экзамена не пишется, то есть реферат вам нужно подготовить заранее. Выполнить полностью реферат заранее, а в день вступительного экзамена только прикрепить его на проверку в вашем личном кабинете. Давайте сначала проговорим про тестирование. Тестирование включает в себя 25 вопросов, 25 тестовых вопросов. Продолжительность тестирования 60 минут. Для лиц, которые имеют ограниченные возможности здоровья, время может быть увеличено до 1,5 часа, но такие абитуриенты, они должны обязательно предоставить документы, подтверждающие их право на увеличение времени сдачи экзамена. Тестовые вопросы подготовлены в тесте по 5 основным разделам. Посмотрите на эти разделы. Эти разделы связаны с основными направлениями, задачами в дошкольном воспитании и образовании. Соответственно, для подготовки к сдаче теста вам будет полезно ознакомиться с литературой, которая указана в программе, и в первую очередь обратить внимание на учебники, базовые учебники дошкольной педагогики. Автора вы можете использовать любого из рекомендованных учебников, но главное, чтобы это учебники были последних лет, то есть чтобы они не были устаревшими. Посмотрите, в структуре тестовых заданий мы видим такие темы, как умственное развитие, воспитание познавательной активности, социально-нравственного опыта, ценностных ориентаций, организация игровой деятельности детей, обучение, процесс обучения в детском саду, планирование педагогического процесса в дошкольной образовательной организации. То есть вопросы тестовые, они будут связаны с данными темами. При прохождении тестирования максимально вы можете получить 100 баллов, минимально, чтобы экзамен был сдан положительно, вам нужно набрать 50 баллов, то есть минимально ответить на половину из представленных вопросов. И обратите внимание, у вас дается только одна попытка. Поэтому прежде чем приступить к тестированию, выберите такое время в течение дня, чтобы вам было удобно, чтобы никто и ничто вас не отвлекало, потому что второй раз войти в тестирование вы уже не сможете. Если вы вошли и начали решать тестовые вопросы, все, ваша единственная попытка, она уже реализуется. Закрыть и открыть заново тест уже нельзя. Это очень строго, обратите на это внимание. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что вступительные испытания, экзамен сдается в дистанционной форме. Приезжать на экзамен не нужно, вы его проходите дистанционно.
на вашу электронную почту приходит первый логин и пароль. Первый вход в свой личный кабинет вы делаете через логин и пароль, который пришел к вам на электронную почту, которую вы указали. Если вы не видите письма от приемной комиссии, посмотрите, пожалуйста, в ящике спам. Иногда бывают такие случаи, что письма уходят в ящик спам. Вы вошли первый раз через логин и пароль, который вы получили. Вам нужно поменять пароль, и уже в дальнейшие все случаи вы будете заходить под вашим личным логином и тем паролем, который уже сформировали вы, и который кроме вас уже никто не знает. Перед каждым экзаменом, если вы сдаете несколько экзаменов, да, или перед вашим единственным экзаменом, вам обязательно нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где будет видно ваше лицо и главный разворот паспорта, да, вот таким вот образом, например, да, вы прикрепляете ваше лицо, видно, и разворот паспорта, где будет фото и фамилия, имя, отчество, что это действительно вы сдаете экзамен. И еще раз хочу повторить, что время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено, это 60 минут, и у вас есть только одна попытка. Инструкция для сдачи вступительного испытания находится в личном кабинете во вкладке «Нормативные документы». Посмотрите, слева вы видите, да, это вкладка «Нормативные документы» красным обведено. Вы входите в эту вкладку, и уже дается инструкция по пошаговым алгоритмам входа, куда заходить, как пройти тест, как пройти экзамен. Очень все доступно, подробно разъясняется уже по всем шагам сдачи вступительных испытаний. Расписание вступительных испытаний находится на сайте приемной комиссии во вкладке либо бакалавриат, специалитет, да, вы поступаете в магистратуру, соответственно, вы уже выбираете вкладку какую? Магистратура. Выбираете вкладку магистратура, расписание вступительных испытаний. Посмотрите, у вас комплексный экзамен по профилю «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании». Что значит комплексный? Еще раз обращаю ваше внимание, что экзамен состоит из двух частей. Вам нужно в день экзамена первое пройти тест и второе загрузить реферат. Консультация у нас с вами 9 числа, все дистанционно, и экзамен, и консультация. Экзамен у нас проводится 10 августа, резервный день 17 августа. Для тех, кто поступает на коммерческой основе, экзамен 16 августа, резервный день 21 августа. Доступ на экзамен открыт с 10 утра до 22 часов вечера, то есть в течение всего дня. Но если вы вошли по ссылке, да, вот еще раз обращаю ваше внимание, то вы сразу уже используете свою попытку. То есть просто заходить посмотреть не нужно. Если вы решили, что вы вот сейчас начинаете сдавать экзамен, выберите время, чтобы ничто и никто вас не отвлекал. Выберите такой вот час, спешить тоже не нужно. У вас 25 вопросов и дается час времени. Соответственно, на каждый вопрос у вас более 2 минут. Поэтому внимательно прочитайте вопрос, подумайте, выберите правильный вариант ответа. Но и затягивать тоже не нужно, потому что если вы не успели ответить на все вопросы, а время завершилось, прошел час, то значит какие-то вопросы будут у вас
неотвеченными, да, поэтому правильно рассчитайте время и не торопитесь, и не затягивайте время экзамена. Реферат прикрепить нужно не в течение этого часа, а в любое время с 10 до 22, но в этот же день. Реферат вы пишете заранее, он у вас уже должен быть готовым, и вы его только загружаете в любое удобное для вас время с 10 до 22 в день экзамена. Если вы сдаете в резервный день, то до 17 часов. В резервный день экзамен могут сдавать не по желанию, не те, кто хочет, а только те, у кого есть на это веская причина, которая подтверждена документально. Например, в день проведения экзамена кто-то заболел, и у него есть либо больничный лист, либо справка, подтверждающая, что человек в это время болел. Ну, либо всякое в жизни бывает, например, там смерть близких родственников. Ну, то есть причина должна быть действительно очень уважительная и подтвержденная документально. Надеюсь, у вас таких форс-мажоров не будет, и вы все сдадите в определенный для этого день. Далее, посмотрите, то есть на время, да, в 22 часа система закрывается. То есть самый крайний срок, когда вы можете войти, это в 21 час, потому что в 22 часа система уже закроется для работы. Вы можете зайти в любое время, но не нужно откладывать все-таки на последний час. Я вам рекомендую, если вы будете сдавать вечером, но в крайнем таком вот случае, ну, 8:30, да, в 20:30, на самые последние минуты откладывать не нужно. А если это резервный день, то, соответственно, либо это 15:30, в самом крайнем случае 16 часов. Для подготовки к экзаменам есть программа вступительных испытаний. Посмотрите, вы в своей вкладке «Магистратура» находите программу вступительных испытаний, по которой вы будете сдавать экзамен. Там программы в этой вкладке прикреплены все, вы выбираете свою. Ваша программа «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании». Вот так вот выглядит программа, то есть здесь перечислено, по каким основным разделам, по каким темам в вступительные испытания включены тестовые вопросы, задания. Давайте посмотрим на примеры, то есть как могут выглядеть вопросы тестовых заданий. Допустим, процесс передачи знаний, умений, навыков, выступающих как социальное явление, присущее человеческому обществу, как будет называться? Социализация, образование, обучение, воспитание. Да? Вы выбираете правильный ответ. Или, например, овладение универсальными предпосылками учебной деятельности в ходе освоения образовательной программы. Что это? Например, да, вы выбираете правильный ответ из представленных. Посмотрите на тематику рефератов. Тематика рефератов дается как примерная, вы можете на нее ориентироваться как на примерную, она может быть немного изменена в соответствии с темой вашего исследования. Ну, например, допустим, вы студент бакалавриата, который закончил недавно вуз и писал диплом, то есть тогда тему можно приблизить к теме вашей дипломной работы. Если у вас нет темы вашего исследования, которой вы занимаетесь, например, вы поступаете из непрофильного вуза, либо вы поступаете на педагогическую деятельность в дошкольном образовании с другой программы, например, с программы, допустим, вы ранее были бакалавром в области математики или там биологии, конечно, вы тогда выбираете из предложенного перечня тем рефератов. Реферат готовится заранее и уже готовый прикрепляется в день экзамена.
Посмотрите, пожалуйста, на требования, предъявляемые к реферату, они отражены также в программе. То есть здесь у нас определены требования как по оформлению, так и по объему. Дается титульный лист. В титульном листе вы указываете вот по образцу, указываете только уже свою фамилию, имя, отчество и уже тему вашего реферата, ту тему, которую вы избрали. Ну и мои контакты, моя почта Бронилова Mail.ru и номер телефона WhatsApp в день консультации. Если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы, я буду с вами на связи. Вы можете задать мне их письменно по указанной почте, либо в WhatsApp по указанному номеру телефона. Уважаемые абитуриенты, желаю вам успешной сдачи вступительных испытаний. Желаю, чтобы вы набрали максимальное количество баллов и желаю всем вам поступить на избранную вами программу, стать магистром педагогического образования.